На просторах интернета часто можно встретить упреки в адрес ингушей, что Эги, родоначальник крупного ингушского тейпа Эгихой, якобы был армянином по происхождению. К сожалению, это суждение, хоть и нисколько не является достоверным, но тем не менее небеспочвенное, такую ложную и слишком искаженную версию армянского происхождения Эги необоснованно и антинаучно привел профессор Ибрагим Дахкильгов. Хотя и в царское время, и в первые десятилетия Советской России предания о трех братьях Эги, Хамхи и Таргим, которые были сыновьями влиятельного галгаевца Эльберда, со слов самих же ингушей неоднократно фиксировалось исследователями в исторических трудах, и их заключение, касаемо данной темы, было единогласным. Но давайте разберемся, почему профессор Дахкильгов, не разобравшись полностью с данным вопросом, пошел на такой шаг, подделав уже известное на то время предание. Сначала пару слов про самого исследователя-публициста Ибрагима Дахкильгова. При всем уважении к нему, при всей его патриотической настроенности в своем деле и неоценимому вкладу в развитие народной культуры, следует признать тот факт, что он был всего лишь филологом, фольклористом и литературоведом, и основная сфера его деятельности была мифология, сбор данных касаемо нардского эпоса, публикация различных легенд и сказок. То есть, грубо говоря, по большей части Ибрагим Дахкильгов ориентировался на устное народное творчество, то бишь на вымышленные элементы культуры ингушей. Но в вопросах профессионального подхода к истории как к науке господин Дахкильгов был некомпетентен, оно и понятно, он в принципе не являлся признанным историком, допускал серьезные хронологические ошибки, и многие его тезисы ввиду несостоятельности даже подвергались критике со стороны профессиональных ингушских историков, например, Нурдина Кадзоева. Причиной столь массового ложного обвинения в интернете от некоторых представителей соседних народов в адрес ингушей в их якобы армянском происхождении послужило ошибочное предание об Эги. Родоначальники тейпа Эгихой, которое опубликовано в книге «Сказки, сказания и предания ингушей и чеченцев» под авторством Ибрагима Дахкильгова. Итак, данное предание повествует о нескольких тейпах, в частности, об Абанхой. Передал данное предание некий Даскиев в 1966 году в городе Грозный. Примечательно то, что Даскиевы никакого отношения не имеют к тейпам Гихой, Хамхой, Таргимхай, ни тем более к Абанхой. Даскиевы относятся к тейпу Таршхой, то есть Фяппи. Странно, что автор вообще решил записать предание о тейпах, фигурирующих тут. У совершенно постороннего человека, никаким боком не относящимся к представителям данных тейпов. Это примерно то же самое, что если спросить у стоматолога, как проводить хирургические операции на сердце. В различных исторических трудах, например, у Николая Яковлева в его книге «Ингуши» 1925 года, у Башира Далгата и так далее, можно найти достоверное предание, что три брата — Эги, Таргим и Хамхи, каждый из которых основал башенный комплекс и стал родоначальником крупных ингушских тейпов, были сыновьями Элберда, жителя средневековой горной Ингушетии, который был почитаемым человеком среди галгаев. Более того, версия про ошибочное армянское происхождение Эги отсутствует также в труде краеведа и этнографа армянской национальности Георгия Мартиросяна под названием «Нагорная Ингушия», которая была издана в 1928 году. И вот как это предание описывает сам Мартиросян. В далекие от нас времена жил в горах Ингушии один воинственный человек по имени Элберт. У него было 3 сына, старший Эги, средний Хамхи, младший Таргим. 3 брата имели свыше 12 тысяч десятин земли. Сначала все они жили вместе, потом разделились. Старший, по обычаю, должен был остаться в том ауле, где жил отец. Хамхи образовал аул Хамхи, а Таргим устроил селение на правом берегу реки Ассы. Помимо этого, другой ингушский краевед, Шукри Дахкильгов, в 1963 году составил совпадающее с наиболее официальной трактовкой генеалогическое древо рода Дахкильговых, начинающееся от Элберда, по которому наглядно видно, что у Элберда было 3 сыновей — Эги, Хамхи и Таргим, и никто из них ниоткуда не пришел. Никаких более преданий о якобы пришлости Эги никогда не фигурировали и до сих пор не фигурируют, пока в 1966 году не было записано это. Предание о 3 братьях уже присутствовало у авторов прошлого, пока со слов ни представителя этих родов не было записано такое, мягко говоря,
сомнительное предание. Исходя из данного, в кавычках, предания, у Иги каким-то боком появляется еще один сын Абаан, от которого произошел Тейп Абанхой. И рассуждая логически, как Кхакхали могло носить имя Иги, если он покинул эти поселения со своим младшим сыном и отправился во Освояси, и как вообще 3 селения могли существовать до прихода Иги со своими якобы сыновьями, и если они все 3 носят название его самого и его якобы сыновей. Резюмируя, смело можно делать вывод, что передатчик либо не знал истории этих тейпов и болтал отсебятину, либо просто оклеветал древнейшие рода ингушей.